оставить работу недоверия премьер-министра. Затем, спустя какое-то время, мы посетили парламент, у нас была встреча со спикером, с вице-спикером и с рядом наших депутатов. Мы переговорили, у нас состоялся конструктивный диалог, пришли к тому, что спикер нам говорил о том, что он ознакомит всех депутатов с нашим обращением, с нашим письмом, и в течение определенного времени нам дадут ответ. Вот вчера поступил нам ответ о том, что парламент комментировать никак не собирается наше письмо, наше обращение, инициативу они на себя брать не хотят. То есть парламент полностью абстрагировался от этого вопроса. Это озвучил спикер парламента. Это озвучил нам депутат, да, мы в устной форме все происходило. Это письменный был ответ или устный? Нет, это был устный ответ. А кто его озвучил? Озвучил депутат. Но они находились в контакте с депутатами после обращения в парламент. Депутаты, как мы видим, не отреагировали. У них есть такие полномочия. Самое интересное, что в 2017 году, в декабре месяце, депутаты парламента того созыва внесли в повестку вопрос вотума недоверия премьер-министру правительства. И примечательно то, что действующий премьер-министр сам, будучи депутатом парламента, и президент, если я не ошибаюсь, голосовали за этот вотум. То есть они были одними из инициаторов этого. Причина этого вотума недоверия правительству тогда послужила то ли неисполнение бюджета, то ли такие причины, которые трудно сравнить с тем, что происходит сейчас. Если говорить о нынешнем созыве парламента, вы помните нашу позицию перед выборами. Мы предлагали перенести выборы на год и провести их по смешанной системе. Этого не случилось. В итоге, я не знаю ни одного депутата из 35 сегодня действующих, который согласен с тем предложением министра экономики, например, которое было озвучено недавно, что наши граждане должны платить за киловатт-час электроэнергии минимум 2 рубля 70 копеек. Или я не знаю ни одного депутата, который рад тому, что ровно полгода наши граждане находятся в холодный период времени полгода без электричества. То есть и ряд других вопросов. Это правительство, которое подписывает соглашение о том, что решение судов, например, вот Адлерского суда, будет иметь законную силу в Абхазии. Правительство, которое там 14 или более центральных органов власти не сумело проработать соглашение по сдаче Пицунда, допустив грубейшие ошибки. И ряд других вопросов, которые выносит это правительство, вопрос апартаментов. За этим идет нарушение демографического баланса, передача лучших земель иностранным крупным олигархам, бизнесу. То есть в парламенте вот таких вот частных разговоров мы встречаем понимание. Но парламент, как известно, это коллегиальный орган. И, к сожалению, мы видим, что и на парламент сегодня оказывается большое давление со стороны исполнительной власти. И парламент на данное обращение со стороны ряда общественных и политических сил, к сожалению, не отреагировал. Хотя, в соответствии с законодательством, у них есть такие полномочия. У них есть неприкосновенность для того, чтобы эти полномочия реализовать. Это долгий разговор широкий, в принципе. Да, систему нужно поменять, потому что мы и депутатов превратили в совхозов, которые решают бытовые вопросы населения. Они, эти депутаты, вынуждены обращаться в правительство для того, чтобы решать эти вопросы. Конечно, все это взаимосвязано. И в полной мере депутаты свои полномочия реализовать не в состоянии. К сожалению, это имеет место. И вот мы много слышим о том, что курортный сезон на носу, зачем массовые скопления людей, зачем нужны митинги и так далее. Действительно, они не нужны, эти митинги. Но, а что делать людям? Что делать народу, который через общественные и политические организации обращается в прокуратуру? Прокуратура игнорирует явный факт завышения цен на 40, на 50 миллионов рублей. Обращается по линии Ачеглара, имеется в виду, по ремонтным работам, которые мы производим.
мы обращаемся еще раз в прокуратуру, мы обращаемся в суд, суд отказывает, подаем апелляцию, там пока неизвестно, 29-го будет заседание. Обращаемся в парламент, говорим, воспользуйтесь, господа, своими полномочиями. И это тоже не происходит. То есть все законные способы, я имею в виду без митинга, они использованы были, они не приносят никакого результата. То есть система сдержек и противовесов, вот разделение ветвей власти, она в принципе в Абхазии не работает. Исполнительная власть полностью доминирует сегодня над всеми ветвями власти. Мы это видим воочию. И поэтому у людей есть право выйти на мирную акцию протеста, показать, что народ недоволен той повесткой, которая формируется властью. Это антинародная повестка, это не повестка, которая нужна абхазскому гражданину простому. Это повестка, которая устраивает олигархов, устраивает 5-6 человек, там, крупных наших чиновников, предпринимателей в одном лице. А всех нас остальных никого это не устраивает. Поэтому мы и против этого. Но если бы парламент, допустим, парламент взял бы на себя ответственность и принял бы вопрос о вотуме недоверия, то не было бы никакого митинга. Если бы президент понял бы ответственность, которой его наделил абхазский народ на выборах в 2020 году, и принял бы решение об отставке обанкротившегося правительства, тоже не было бы никакого митинга. Да в конце концов сам Александр Золотинский может взять и написать заявление и сам уйти. Зачем заставлять тысячи людей приходить сюда, к зданию драмтеатра, выражать свое недовольство? Зачем до этого доводить? Надо взять на себя ответственность. Потом, в завершение еще один момент хочу подчеркнуть, очень важно. До нас доходит информация о том, что работников бюджетной сферы, учителей, врачей, там, разных сотрудников центральных органов власти, администрации районов принудительно в обязательном порядке заставляют прийти сюда 30 мая, якобы на поддержку вот этого провального правительства. Уважаемые граждане, не забывайте, что вы являетесь гражданами Республики Абхазия. Эта страна славится своей любовью к свободе в первую очередь слова и выражения своего мнения. Никто не имеет права вас заставлять идти на защиту вот этого провального правительства. Если вам кто-то дает такое поручение, требуйте это поручение в письменном виде. Если в письменном виде такого поручения нет, вы имеете полное право ему не подчиняться. Мы любого гражданина, где бы он ни работал, в школе, в администрации района, где бы ни было, если его будут притеснять по политическим мотивам, мы любого гражданина защитим. Обращайтесь к нам. Никто не имеет права оказывать на вас давление. Не нужно защищать это провальное правительство, потому что мы, все граждане Абхазии, будем вынуждены платить, в том числе 2 рубля 70 копеек за киловатт. Мы, если будем молчать и будем поддерживать это правительство, амбиции этого правительства, лишимся всех ценных земель, на наших глазах произойдет демографический дисбаланс, когда Абхазия заселится большим количеством иностранных граждан и так далее. Поэтому выражайте свой протест как минимум тем, что не будете подчиняться вот этим незаконным приказам своего руководства. А если на ваш отказ будут поступать угрозы об увольнении, обращайтесь к нам, мы каждого защитим. Спасибо большое. Буквально 2 слова хочу добавить. Хочу очень важный момент ответить для всех тех, кто собирается 30 числа пойти на защиту правительства и президента. Надо до конца понимать, что люди, которые по своей воле или не по своей воле, по приказу туда придут, они будут защищать в первую очередь те решения, которые принимает правительство и президент. Это и высокие тарифы, то есть люди, которые стоят в здании, это люди, которые защищают высокие тарифы, люди, которые защищают отдачу внутри иностранному государству, люди, которые защищают соглашение о признании в Абхазии судебных решений иностранного государства,
люди, которые защищают провальную энергетическую политику государства. То есть надо вещи называть своими именами, и мы все будем нести чувствовать на себе пагубные последствия этих решений. И как недавно было озвучено министром экономики, следующий этап нас ждет цена за электричество 2 рубля 70 копеек. То есть все решения, которые принимает власть, большинство решений, они идут вразрез с нашими интересами и непосредственно бьют по карману, особенно самых малоимущих, малозащищенных семей. Поэтому надо понимать. И любой человек, который готов стоять рядом с такой властью, он в первую очередь действует против самого себя. Это такая, я думал, такие очевидные вещи не надо говорить, но считаю, что сейчас в преддверии митинга надо сказать, вы защищаете тех, кто действует против вас. Спасибо. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, если можно, что было в вашем письме в парламент? Какие аргументы вы там приводили? И что было? Конкретизируйте, пожалуйста, ваше. Ага. Письмо мы 4 числа. Письмо мы направили 4 мая, да. В этом письме, в принципе, приведены были те же самые аргументы, которые были в ультиматуме, который предъявлялся там об отставке премьер-министра. Но более конкретно что сказать могу? Мы когда общались с депутатами парламента, наверное, понимаете, что зачастую диаметрально противоположные точки зрения у нас могли быть, да? Ну и, как сказано раньше, было парламент еще и коллегиальный орган, видимо, не нашли общего понимания, что с нашим обращением делать. Вот как Ваша сказала ранее, ответ даже устный был, не письменный, то есть не комментировать пока даже не можем, кто нам этот ответ сказал, вот примерно как-то так. То есть никаких обещаний просто нет и все. Мы поговорили, да, нам было сказано, что до коллег доведут, до каждого из коллег, пока так. Какова позиция спикера парламента? Что вам известно с нас? Спикер не комментировал это. А во время беседы он как-то свою позицию проявлял? Нет. Вы не будете раскрывать имена депутатов, да, с которыми вы именно Не разговаривали? знаю, Ваша, если могут. Для понимания, люди, которые нам дали ответ, это люди не которые против нашего письма, это Как люди, раз таки которые те, наши которые взгляды за. разделяют, они у нас выступают в роли как переговорщиков, передают нам мнение людей, Напрямую не было диалога с теми, А? напрямую не было диалога с теми, кто против. после вашего встречи. письма? Но вы знаете, ситуация настолько очевидна с действующим правительством, что парламент мог бы и без нашего обращения принимать эти решения. Без подсказок. Без подсказок. Еще раз говорю, и парламент, и судебная ведь власти, она сегодня находится под неприкрытым давлением исполнительной власти. Вы неоднократно являлись свидетелями тому, когда президент позволял себе там на совещании в судейском корпусе давать поручения там, судьям, как им нужно там работать. То же самое он говорил в сторону депутатов парламента, что пора принимать ответственные решения и так далее. То есть глава государства, на мой взгляд, не совсем хорошо знаком с Конституцией. И у главы государства достаточно широкие полномочия, на самом деле, по действующим. Но этих полномочий ему не хватает, и он решил оказывать давление и на законодательную ветвь власти. Но, к сожалению, по факту это получается, мы это тоже видим. Да, не все решения, которые хотела бы исполнительная власть, допустим, вот по госзащите ЦУМ, и так далее, парламент так однозначно на них отреагировал, это тоже плюс парламента, да, в этой ситуации. Но есть еще и другие вещи. Вот, если мы не поменяем это правительство, речь же идет сейчас не о смене президента или новых выборах, речь идет только лишь о смене правительства, руководства правительства. Очевидно, всем в Абхазии, наверное, нет ни одного человека, который не понимает, что это провальное правительство, безинициативное. Нет ни одной сферы, которой коснулось это правительство без кризиса. Топливный кризис, энергетический кризис, бюджетный кризис. Коммунальный кризис. Во всех сферах кризис.
И вы помните, что по коммунальному, по городу Сухум, все это очевидно. Поэтому нужно менять это правительство, и ничего страшного в этом нет. Ну, у нас 17 или 18 по счету правительство в Абхазии. Ну, будет 19 ничего страшного в этом нет. Просто эти решения, даже это решение, учитывая интерес народа, принять сегодня никто не может. Вот настолько большой кризис у нас в системе власти в целом. И поэтому мы и говорим, что пришло время кардинальных перемен и реформ и изменений. Но вот старая система, которая переплетена такими жесткими, заржавевшими цепями, она борется против времени, против нового времени. Ну ничего, народ свое слово скажет, и вы увидите, какое количество людей придет 30 мая выразить свой мирный протест. Сюда приедет в Сухум много людей. И все-таки вопрос остается. Ну вот собралось много людей. Потребовали они отставки правительства, у президента потребовали. Президент повел себя традиционно, да, проигнорировал требования людей, собравшихся на митинг. Что вы будете дальше делать? Разойдетесь? Изида Терентьевна, я не помню в истории Абхазии ни одного президента, который смог проигнорировать мнение большого количества граждан Абхазии. Как Бжания таких чуть. Ну, народ у нас в Абхазии, народ определяет судьбу нашей страны. Пока, слава богу, так. Да, есть попытки там силового воздействия, кого-то запугивать, кого-то увольнять там, и так далее. Но это малоэффективно, мало работает. И мы увидим все воочию, сколько людей придет 30 мая. Люди придут, туда придут простые граждане, не только политики или там члены оппозиции, наши сестры, матери придут, педагоги придут, врачи придут. Это все слои общества туда придут. Потому что в Абхазии сегодня нет, наверное, гражданина, который не понимает, куда нас ведет это правительство. Все-таки что вам даст смена, вот, допустим, позитивный сценарий, Анклав сам быстренько написал заявление, или президент его уволил своим указом, не имеет значения, ушел, поменяли на следующего. Что вам это дает? Политика власти остается той же, ну, будет худым или более толстым премьер-министр. Какая разница, политика власти от этого не изменится. Будут такие же ориентиры: продажа апарт-отеля, Абхазский Реселенстрой, повышение тарифов и так далее. Ориентиры же не изменятся. Изида Терентьевна, мы же говорим не только о смене правительства, мы говорим о том, чтобы президент отказался от антинародной повестки. А смена правительства, вот этот шаг, это будет сигнал к тому, что глава государства готов к взаимодействию с обществом. Мы же уже об этом говорили и написали об этом. Мы требуем поменять руководство кабинета министров. Это объективно, да, все это понимают, что надо сделать. Следующее. При формировании нового правительства, опять же подчеркну, что мы не претендуем на никакие должности. То есть вы не торгуетесь, как наказали, да? Абсолютно, мы не претендуем. И есть масса специалистов в Абхазии, которые могут эту вакантную должность заменить. Но мы хотим следующее предложить. После этого, чтобы мы могли, в том числе мы и другие общественно-политические организации, предложить совместную повестку. И в рамках этой совместной повестки, эта повестка должна быть носить национальный характер, государственный характер. В рамках этой повестки проработаем дорожную карту. И в течение оставшихся по Конституции у президента Бжания 2 лет вот эту дорожную карту попытаться реализовать с новым правительством. И мы тоже часть ответственности на себя возьмем, потому что там непопулярные могут быть вопросы. Мы готовы взять часть ответственности на себя и вместе постараться прийти к выборам. Мы абсолютно, там идет речь о том, что вот кто-то хочет смену власти, переворот. Никакого переворота, никакой смены власти нам это не нужно. Мы готовимся к президентским выборам. В президентские выборы, очевидно, уже в Абхазии все это понимают, что люди будут голосовать за кого угодно, но только против этой власти. Это всем уже очевидно. Поэтому нам нет никакой необходимости делать какие-то
экстраординарные вещи. Но это не значит, что президент будет полностью игнорировать своих граждан, делать все, что ему вздумается со своим правительством, и народ будет это терпеть 2 года. Это не так. Обстоятельства могут поменяться в соответствии с теми традициями, о которых Аслан Георгиевич ранее часто говорил, будучи в оппозиции. Но еще раз говорю, мы против этого. Мирная акция протеста, она для того и нужна, мирная акция протеста, чтобы показать большое количество людей, не согласных с политикой действующей власти. Ну, вообще люди, которые занимаются политикой, они ориентируются на граждан, на своих людей. Если, как вы сказали, глава государства увидит большое количество людей, которые выражают протест, которые говорят, что они не согласны, он с этим пойдет против этих людей. Не пойдет, он едет. Я уверен, что все будет хорошо, и тот тренд, который произошел в сторону антинародной повестки, благодаря вмешательству личных интересов по 5-6 руководителей Абхазии, может быть даже меньше, это бенефициаров на самом деле не так много, и в союзе с олигархами этот тренд мы исправим, и все будет нормально, и будем созидать, у нас проблем очень много, в том числе и коммунальных, бытовых, и законодательство надо много чего поменять, демографическую политику надо реализовать, и здоровье нации надо заботиться о нем, и образование уровень поднимать. Очень много национальной повестки, вопросов, которые оборонная безопасность. Всеми этими вопросами мы с удовольствием все вместе будем заниматься. Я уверен, что у нас все получится. Просто этот период, исторический этап, который сегодня мы проходим, наверное, он тоже был необходим. Еще буквально 2 слова. Уже положительно митинг сказался на многих наших граждан устроили на работу. Так что уже митинг уже положительно сказался на многих наших граждан. Чиновничьи кресла уже... Не, многим, я имею в виду, многие наши граждане устраивались на работу, их в течение долгого времени не брали, а сейчас перед митингом берут на работу, чтобы они не пришли на наши мероприятия. Так что, да. Не понял, а что нас не берут? Всех А ты берут, просила? кроме А меня. ты просила, сказала? Нас слишком хорошо знают. Пожалуйста, вы можете еще минут 5 посидеть, чтобы мы какую-то картинку